Крысы, огромные тараканы, ужасный запах канализации, сырость, плесень. Именно в таких нечеловеческих условиях приходится жить в Якутске собственникам квартир по автостраде 50 лет Советской армии 24/1. Как давно у них начались жилищные проблемы, узнавала моя коллега Сусанна Рожина. На протяжении последних 10 лет этот дом постоянно затапливается собственными канализационными водами. Старый септик протекает, и вся жидкость попадает под дом. А жители вынуждены спускать воду из-под крана в зимний период, так как температурный режим в квартирах не соответствует нормативам. Это приводит, естественно, к еще большим прорывам канализации. Это туберкулез. Это здесь вот надышаться, вот эта вонь, вот эта сырость. Сырость ужасная. Вообще ужас. Фекалии видели сами, откуда вытекают. Вот они начинают качать. У нас вот с этой стороны вот диван стоит, я сплю, я повернуться к стенке не могу. Запах страшно стоит фекалием. Представляете, каково это? Не знаешь, как спишь отдышкой. Вообще страшно. По словам жильцов, управляющая компания «Солидарность» ничего не предпринимает, но зато исправно собирает деньги за услуги. Откачкой воды занимается жилкомсервис, но нерегулярно, и вода затапливает весь двор. Позвонили, типа, мы «Солидарность». «Солидарность» приехала уже который раз, они приезжают. Они приедут, посмотрят. Ага, мы передадим, скоро подъедем. Все, пропали. Дом признан аварийным в прошлом году, но когда конкретно пойдет под снос, неизвестно. В 2023 году по документам у нас сказали под снос. Но как, со слов, да, говорят, на словах говорят, что в 2025 году, может даже после 2025 года. Да, узнавать как бы. И представляете, еще 3 года жить вот в таком. Помимо ужасного запаха фекалий и плесени, люди вынуждены соседствовать с крысами. Она тоже есть, да, крысы? Да, с унитаза она прямо вылазила из унитаза белая. С воды прямо вылазила. И вот так вот она и нырнула туда. Сгрызли всю вот эту вот, которую кишки, как это, сифоны идут, гофры, они все сгрызали. Мы уже устали менять, да. Также в доме проблемы с проводкой. Оголенные провода торчат с щитка, и жители, как на пороховой бочке, боятся, что в один прекрасный день может случиться пожар из-за короткого замыкания. У нас вообще на людей всем плевать. Никто нас за людей не считает. Люди не знают уже, к кому обращаться со своими проблемами, потому что на них уже никто не обращает внимания. Сусанна Рожина, Павел Пахомов, Якутск.